В эфире «Актуальное интервью». В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Сахатранснефтегаз намерен в конце марта начать в Якутске массово отключать от газа дома. Как ожидается, под это подпадет 298 домов. Это каждый пятый многоквартирный дом в Якутске. Об этом мы говорили на неделе в эфирах выпусков наших новостей. Цифры большие, и как с этим быть, как с этим жить? Сегодня этот вопрос мы обсудим с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Саха-Якутия Сергеем Веревкиным. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Сахатранснефтегаз анонсировал массовое отключение от газа многоквартирных домов. Насколько это обосновано, насколько это законно и какова позиция прокуратуры? Дело в том, что бытовой газ является таким же коммунальным ресурсом, так же как и горячая вода, холодная вода, электро- и теплоснабжение. И, соответственно, применяются к нему, во-первых, общие правила предоставления данных коммунальных ресурсов, и в то же время существуют определенные специальные правила предоставления данного коммунального ресурса, которые продиктованы особым статусом газа, поскольку он потенциально опасен для жизни, здоровья человека и для сохранности его имущества. Что касается как раз таки вашего вопроса о массовых отключениях, то необходимо понимать, в каких случаях вообще ограничение предоставления коммунального ресурса, то есть газа, возможно, и когда возможно не только ограничение, но и приостановление предоставления газа. Существуют определенные специальные основания ограничения подачи газа. Так, например, к специальным основаниям с обязательным предварительным уведомлением граждан относится, например, отказ гражданина предоставить допуск в занимаемое им жилое помещение представителя специализированной организации для осуществления проверки и технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Также к этому относится отсутствие заключенного в установленном порядке договора на техническое обслуживание данного внутриквартирного оборудования. К таким основаниям также относится, например, истечение срока службы газового оборудования, установленного заводом-изготовителем, а также одновременно с этим отсутствие положительного заключения по результатам технической диагностики. Я правильно понимаю, сейчас позиция у газовиков такая, что это скорее к третьему пункту относится, речь идет про устаревшее оборудование, Да. про массовость устаревшего оборудования. Но опять же, мы разбирали тему, и из тех 20% домов, которые будут отключены от газа, часть заказывали компанию услуги по оценке состояния своего оборудования. Но, как оказалось на деле, компания выдала акты положительные, то есть оборудование соответствует требованиям на деле. Газовики говорят о том, что это не так. В чем здесь проблема? Почему люди вынуждены будут платить, платили уже за оценку и теперь вынуждены будут платить еще за переоборудование? Здесь проблема заключается просто в ненадлежащем оказании услуг той организации, с которой был заключен договор на техническую диагностику этого газового оборудования. Как вы сказали, сотрудниками газораспределительной организации Сахатранснефтегаз установлены факты, касающиеся того, что все-таки оборудование, которое было подвергнуто диагностике, не отвечает требованиям безопасности и не может эксплуатироваться. То есть здесь налицо просто некачественное оказание услуг той организации, с которой был заключен договор на техническую диагностику. Здесь гражданам можно посоветовать в случае установления таких фактов, а я думаю, это очень легко устанавливается, использовать всю полноту предоставленных полномочий гражданским законодательством. Но наиболее эффективным способом здесь является обращение в суд, в районный суд по месту жительства с целью взыскания денежных средств за ненадлежащим образом оказанные услуги. Ну, то есть, в принципе, люди могут вернуть те деньги, которые они вложили, да, через суд. В случае, если услуга оказана ненадлежащим образом, конечно, это возможно. Хорошо. Дальнейшие действия. Какой порядок со стороны газовиков должен быть, чтобы не нарушать права граждан? Они так пришли сегодня, вентиль закрутили и все. Какие сроки уведомления, как люди должны ориентироваться и как люди должны готовиться к тому, что их дом отрежет? Все зависит от того, какая именно ситуация, какое именно основание у газовиков для ограничения подачи или для приостановления подачи газа. То есть существуют основания, когда
предварительное уведомление граждан обязательно, а существуют ситуации, когда предварительное уведомление не обязательно и оно не осуществляется. Ну, это, как правило, те ситуации, когда существует угроза аварийных ситуаций или проведения отложенных работ. В случае, если предварительное уведомление граждан о приостановлении или ограничении обязательно, то оно производится посредством почтовых уведомлений, то есть заказным письмом. И газовики должны направить обязательно 2 уведомления. Причем первое направляется не позднее, чем за 40 дней до предполагаемой даты приостановления подачи коммунального ресурса, а второе направляется не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты приостановления подачи газа. Ну, здесь в большей степени речь идет о ТСЖ, наверное, да, о самих жителях, которые объединены в товарищество. Насколько они сами заинтересованы в том, чтобы привести дом в порядок, от того и будет зависеть скорость замены оборудования, переоборудования и так далее. Правильно понимаю? Да, конечно. А какая роль здесь отведена управляющим компаниям? Есть какие-то разграничения? То есть есть ли смысл тем же собственникам вести переговоры с управляющими компаниями, чтобы они, может быть, как-то помогали? Или все-таки ТСЖ самостоятельно с председателем должны идти к тому, чтобы скорее переоборудовать дом? Все зависит от того, какое именно газовое оборудование, о каком именно газовом оборудовании мы сейчас разговариваем. Ну, давайте, вот Если вы это... уже в 3-й раз об этом говорите, а мы поделим, ну, я правильно понимаю, есть внутридомовое оборудование газовое, есть внутриквартирное. И в том и в другом случае речь идет про все равно собственников жилья. Да. Соответственно, если, допустим, сделали внутриквартирное оборудование, я как собственник квартиры сам вложил свои деньги и переоборудовал, но это не значит, что меня подключат, пока я не сделаю внутридомовое, правильно? Да. Поэтому давайте мы будем все-таки в комплексе это дело рассматривать. И есть цифра, что, допустим, на то же техническое обследование необходимо с квартиры по 3000 рублей, чтобы компания пришла и смотрела, насколько у вас оборудование соответствует. Цифра на самом деле не такая большая. Но когда речь заходит про переоборудование, здесь цифры уже возрастают в разы. Давайте мы окончательно и бесповоротно все-таки вот так определимся. За все это оплачивает только собственник жилья. Да, за это должны платить собственники жилья. Газовое оборудование является, если это внутридомовое, да, является общим имуществом многоквартирного дома. И оплата за его техническое обслуживание, за текущий ремонт должна включаться в состав ежемесячной платы за жилое помещение. То есть теоретически можно размазать. Ну, грубо говоря, в тарифе, если будет заложено, соответственно, там за определенное время люди накопят, и все это дело можно будет переоборудовать. То есть Да. в тарифе все это закладывается. Да, хорошо. А насколько, вот, по вашим оценкам, на сегодняшний день вообще сложная ситуация? То есть, грубо говоря, мы уже знаем цифру, что 20%, каждый 5-й дом, 298 многоквартирных домов. А с остальным жилым фондом есть какая-то тенденция, что, может быть, через 3 года это окажется 50% жилфонда? Здесь, знаете, все зависит от граждан. То есть, я думаю, ни для кого не секрет, что у нас граждане разного имущественного достатка. Да? Кто-то платит, кто-то не платит. Поэтому так прогнозировать, я думаю, смысла, по крайней мере, для нас, для надзорного органа не имеет. Все зависит от граждан. Если оплата осуществляется надлежащим образом, то они получают услуги. Если нет, то, соответственно, нет. А кто в ответе за состояние газового оборудования, допустим, в тех же внутридомовых магистралей? Кто должен обслуживать это? Ответственность за обслуживание внутридомового газового оборудования несет либо управляющая компания, либо ТСЖ. То есть в зависимости от того, с кем заключен договор. Как правило, в городе Якутске это управляющие организации. Но управляющие организации для обслуживания этого газового оборудования, для проведения этого технического ремонта должны все-таки заключать договор с специализированными организациями, у которых есть соответствующая материально-техническая база, квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерская служба. Много у нас таких в Якутске? Как правило, это газораспределительные организации, то есть это Сахатранснефтегаз. По поводу нарушений, как часто вы выявляете нарушения в работе с газовым оборудованием и как часто проводите проверки?
Вот то, о чем вы спросили, да, относится к надзору за исполнением федерального жилищного законодательства. Данное направление надзора у нас является одним из приоритетных и осуществляется на постоянной основе. Но в то же время мы также реагируем на сигналы, которые поступают либо от граждан в виде обращений, либо от средств массовой информации в виде публикаций, либо в печатных СМИ, либо в электронных СМИ, то есть в интернете. В январе-феврале текущего года прокуратуре республики была проведена проверка исполнения жилищного законодательства в части как раз таки надлежащего содержания газового оборудования. По итогам данной проверки было выявлено порядка 40 нарушений федерального законодательства и принято около 40 актов прокурорского реагирования. Основные нарушения были связаны с тем, что управляющие организации, обслуживающие жилой фонд, не проводили в установленные сроки и в полном объеме техническое обслуживание газового оборудования, не заключали требуемые договоры на обслуживание этого оборудования, либо заключали его с нарушением, например, на менее того срока, который предусмотрен законодательством, то есть менее 3 лет. Также в ряде муниципальных образований были установлены факты того, что по муниципальному жилому фонду, то есть по жилому фонду, по квартирам, которых собственниками являются как раз таки муниципалитеты, не было предусмотрено финансирование на техническое обслуживание этого газового оборудования. И, соответственно, денег не выделялось, договоры не заключались и техническое обслуживание не производилось, что, конечно, повлекло угрозу возникновения аварийных ситуаций. В деятельности акционерного общества «Сахатранснефтегаз» также были выявлены нарушения, они касались несоблюдения периодичности проведения проверок состояния дымовых вентиляционных квартирных домов, выявлялись факты неправомерного ограничения подачи газа, то есть несоблюдением установленных законом процедуры, выявлялись факты неправомерного требования оплаты за подключение к газовым сетям, и также в ряде случаев выявлены факты отсутствия аварийно-диспетчерских служб в ряде муниципальных образований. Хорошо, спасибо большое. Ну, я думаю, в вопросе газового оборудования в многоквартирных жилых домах чаша весов безопасность или все-таки комфорт, ну, люди будут выбирать вопросы безопасности. Я еще раз напомню, мы завершаем актуальное интервью. Гость нашей студии был прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики Сергей Веревкин. Спасибо, удачи вам.